Считается, что одним из защитников Брестской крепости, последних защитников Брестской крепости, был ингуш Уматгирей Барханоев. Мемориал памяти и славы – место, которое стало символом уважения и почтения к истории. И экскурсия здесь – важная часть их обучения. Это практическое занятие для будущих инструкторов-проводников пешеходному туризму и трекингу. Ребята внимают каждому слову наставника. Когда началась Первая мировая война, были образованы полки из числа кавказских народов. Среди них был также ингушский полк дикой дивизии. Командиром нашего полка был Георгий Мерчуле. Пешеходный туризм стал не только популярным способом активного отдыха, но и важной частью образовательных программ. Фатима Костоева учится на фармацевта, но ей всегда была интересна история родного края. Поэтому она сегодня здесь. Теория не так помогает, как практика. Практическое задание намного, я считаю, лучше, потому что в основном все ученики получают от этого какие-либо знания, запоминают также, и у них основывается на этом опыт. Опыт очень важен для каждой профессии. Также побольше проводить практики – это, я думаю, лучше всего. Инструкторы-проводники должны не только уметь вести группу по тропам, но и рассказывать о культуре и истории региона. После мемориала участники направляются к башне Согласия, где их ждут новые знания и впечатления. Этот уникальный архитектурный объект стал символом единства и взаимопонимания. 3 вида башен. Жилая башня с правой стороны, боевая башня посередине и полубоевая башня с левой стороны. Также обратите внимание на знаки, оставленные на боевой башне. Этот курс для ребят организовал Центр опережающей подготовки Ингушетии. В ходе занятий инструкторы учатся планировать маршруты, выбирать безопасные места для ночевки и правильно ориентироваться на местности. Мы объясняем, как организовать пешую экскурсию, как в дальнейшем будем объяснять, у нас выезд в горы, на этой неделе планируется, как организовывать питание, то есть что это очень важная часть данной программы. Практические занятия по обучению инструкторов пешеходному туризму – это не только передача навыков, но и формирование культуры безопасного и ответственного отдыха на природе. После окончания обучения они смогут работать как в турфирмах, так и пройдя аттестацию, стать гидами-экскурсоводами. Тамара Хашакульгова, Адам Мережков, Магаз 24.